Для того, чтобы оценить всю красоту Ленских столбов, необходимо приложить немало усилий. Пройти вот такой опасный путь по этой скользкой лестнице, выдержать путь может не каждый человек, но награда, вид с высоты птичьего полета стоит того. Ради этого вида сюда приезжают тысячи туристов. И даже такая ветреная погода не может омрачить восприятие от посещения этого памятника природы. Отсюда мы можем наблюдать, как толпы туристов идут для того, чтобы покорить могущественные скалы. Впервые жемчужину Якутии открыла для себя Анна Максимова. Педагог из Намского района со своими коллегами эту поездку планировала давно. 300 километров дороги почти за 7 часов, и путешественники на месте. Впервые приехали и поднялись, вот только некоторые. Там слишком скользко и слишком круто. Не только за рубеж туда ехать, да, куда-то вот Дубай или Майами или куда-нибудь. Якутия лучше. Законы туристического бизнеса начинают действовать, что называется, с реки. Вплотную приблизиться к столбам на автомобиле невозможно. Варианта два – пройтись пешком или воспользоваться услугами снегохода. Второй способ для туристов – возможность совместить приятное с полезным. А для жителей близлежащих деревень – это дополнительный заработок. К местным красотам мы привыкли, но туристы иногда помогают по-новому взглянуть на Ленские столбы, рассказывает Алексей Родионов. Туристы приезжают, и мы немножко подрабатываем. Так что нам очень хорошо, что вот так зимний тур открыли. Иностранцы приезжают, москвичи приезжают. Так тихонько так не сидим, работаем тихонько. Тур «Зимние Ленские столбы» заработал с 2014-го. За 2 года он обрел широкую популярность. По сравнению с прошлым сезоном турпоток вырос в 2,5 раза. Для бренда республики и страны показатели вполне ожидаемые, считают эксперты. Но уникальности природного парка недостаточно, чтобы Якутия на туристическом поприще могла составить серьезную конкуренцию российским, тем более мировым оппонентам. Допустим, с тем же Алтаем, да, если сравнить, у них там, конечно, туризм развит мощно, да, господдержка у них очень хорошая идет. Мы можем конкурировать именно на фоне, допустим, как бы есть Алтай цивилизованный, да, туризм, а у нас может быть и как бы дикий туризм. Инфраструктура – больная точка объекта, охраняемого ЮНЕСКО. У нас есть уже план строительства новой смотровой площадки на восхождение к смотровой площадке, то есть, да, именно добиваемся или ищем вот инвесторов в данное время. В серьезных инвестициях нуждается и в целом туристическая индустрия республики. Около 30 рабочих маршрутов. В количественном отношении неплохой показатель. Среди популярных – Ленские столбы, Туровый Мекон, горы Киселях, ледник Булус, сплавы по рекам Синяя и Амга, музей-заповедник Дружба, дельта Лены в арктической Якутии и база отдыха Наход. Что касается выезда наших якутян за пределы республики, сократился практически на 14%. Раз не могут ехать, значит, что-то мы должны взамен предлагать. Я имею в виду не только нас, якутян, а россиян в целом. Термальный источник Наход в Нюрнгринском районе. Место, куда могли бы приезжать россияне. Купание в бассейне под открытым небом в 40-градусные морозы популярно среди соседей из Амурской области. Температура воды из артезианской скважины не опускается ниже плюс 30. Здесь проблема, опять же, в инфраструктуре. Ледовая переправа – единственный способ попасть на базу отдыха Наход. Аварийный мост через реку Горбылах несколько лет назад смыло паводком. Взамен ему построили сооружение для пешеходов. Тут не требуется такая уже специализированная организация. Пробурили скважины, согласно этого проекта, вот они это самое, и сделали обыкновенный подвесной мост грузоподъемностью до тонны. Сейчас он уже готов к эксплуатации, полной 100% безопасности. Слабая инфраструктура и сервис порождают конкурентов из других субъектов России, говорят бизнесмены. Например, вип-туры по горным рекам Якутии организовывают фирмы из Хабаровска и Москвы. В рамках буквы закона соперничать с ними могут не все якутские компании. Часть маршрутов не входит в российский реестр. Ленские столбы, ЭСЭХ
лето вот это нормально. Ее еще отработать очень грамотно, то она будет иметь место быть массовости. А если круглогодично брать, то, конечно, это небольшие группы фанатиков, которые экстремальщики. Поэтому я на этот счет вообще иллюзий больших не строю. В первом национальном туристическом рейтинге России, который был опубликован в декабре 2015 года, Якутия заняла 58-е место. Поднять позиции призван Республиканский информационный центр на базе НТК «Якутия». Его главная цель – продвижение туристического потенциала. До конца текущего года на развитие внутреннего и въездного туризма регион направит чуть больше 70 миллионов рублей. Для туриста, кроме живописных пейзажей, важно ездить по хорошим дорогам. Присутствие санитарных удобств, безопасность и искреннее добро пожаловать при встрече в гостинице. С этим у нас пока, мягко говоря, не все складно. А вот за оставшуюся часть туристического продукта в Якутии природа постаралась. Айна Винокурова, Александр Томский, Ирина Бачилова, Ион Иванов. Вести. Ленские столбы, Нерюнгринский район, Якутск.